Круглый стол, организованный Министерством иностранных дел Республики Абхазия, был посвящен перспективам расширения и углубления равноправного российско-абхазского сотрудничества. В свете озвученных избранным руководством Абхазии и перспектив подписания нового договора о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и Россией появилась необходимость обсуждения идей, которые могли бы лечь в основу готовящегося документа, для чего и был создан достаточно представительный форум. Целесообразность организации нынешней встречи очевидна. На фоне стремительно меняющегося международного контекста возникает необходимость сверки часов в обмене мнениями по важным аспектам как международной, так и региональной ситуации между ведущими специалистами в области российско-абхазских отношений. Совершенно очевидно, что международные отношения вступили в зону повышенной турбулентности. Все это создает весьма взрывоопасную и во многом непредсказуемую ситуацию и для региона Кавказа, который находится на стыке Европы и Большого Ближнего Востока, а значит для России и для Абхазии как кавказских государств. На настоящий момент уже проделан значительный объем работы по развитию российско-абхазских отношений. Подписаны 84 двусторонних документа. Важно, не отрицая и не аннулируя уже сделанное, принять некий документ, который более четко закрепил бы контуры стратегического партнерства в новых условиях. Основные компоненты планируемого документа – это формирование единого внешнего контура обороны, укрепление сотрудничества в области правоохранительной деятельности, более эффективное содействие в социально-экономическом развитии и повышении жизненного уровня граждан Абхазии, упрощение режима на российско-абхазской границе. И эти все компоненты ни в коей мере не направлены на ущемление суверенитета Абхазии. Речь идет о том, что Абхазии выпадает шанс воспользоваться новыми ресурсами развития и модернизации, но воспользоваться с умом и пониманием того, что никто не сделает нас лучше и счастливее, кроме нас самих. Важно понимать, по мнению Хиндба, что интеграция – это не слияние, но усиление взаимного потенциала обеих стран. О том, что сохранение суверенитета Абхазии должно быть четко обозначено при принятых новых двусторонних договорах между Абхазией и Россией, высказались и другие участники круглого стола. Российский политолог Сергей Маркедонов проанализировал в этой связи разницу между Абхазией и Южно-Осетинской республикой. Партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым, которая была создана за год фактически до этого, взяла контрольный пакет, а сам Анатолий Бибилов стал спикером парламента под лозунгами объединения двух Осетий под российской эгидой. Да, конечно, это старый лозунг Южной Осетии. Конечно, Южная Осетия от Абхазии очень в этом смысле отличается. Сегодня несколько наших уважаемых докладчиков сказали о том, вот я процитирую: «Независимость народа Абхазии – высшая ценность. Никто не должен подвергать сомнению абхазскую независимость. Абхазия – это союзник, обладающий собственным достоинством» и так далее. Это позиция абхазская. Союзничество, высочайшая степень интеграции, но не вхождение. В Южной Осетии другой взгляд. Участники круглого стола обсудили пути взаимодействия Абхазии и России по линии обороны, высказавшись за единый контур обороны, а также кооперацию в области образования органов внутренних дел и социальной поддержки. Сейчас в Москве верстается бюджет следующего года, и когда мы обговаривали о количестве помощи России на следующий год Абхазии, и мы в первую очередь говорили о том, что обязательно нужно помочь нашим пенсионерам, которые не имеют российского гражданства и получают на сегодняшний день всего 500 рублей абхазской пенсии. Наша команда при поддержке избранного президента принимает такое решение, и с января следующего года абхазская пенсия увеличится не просто в разы, а почти в 10 раз. Посол России в Абхазии прокомментировал вопрос об открытии границы между двумя странами и распространении российских социальных стандартов на Абхазию. По его мнению, без конкретных расчетов подобные заявления остаются всего лишь лозунгами. Открытие российско-абхазской границы на реке Псоу возможно только при полном перекрытии грузино-абхазской границы, при ее серьезном инженерном оснащении, при значительном укреплении в персональном смысле,
при значительных структурных реформах в той совместной охране границы, о которой у нас есть совместное межгосударственное соглашение. А все это, как вы понимаете, требует определенного времени и материальных расходов. Поэтому я бы призвал быть более ответственными в выдвижении таких лозунгов, чтобы не завысить планку общественного ожидания. Это же касается, между прочим, и распространения российских социальных стандартов на Абхазию. Я пока еще не слышал ни одного конкретного расчета о том, сколько это будет стоить. Даже по приблизительным расчетам это миллиарды, отметил Григорьев, и это при условиях влияния политической обстановки в мире на финансовые возможности России. Таким образом, мы находимся лишь в начале длинного пути, который потребует проведения не одной встречи, заметил российский посол. Астан Дарцин, Батор Никамичба, Абаза ТВ.